это не чакан. Вы все время чакан, чакан. Нет у меня чакана. Нету. Поэтому или успокойтесь, или как-то уже это. И мне там не указывайте, что делать, как делать. Будьте чуть умнее. Это не в первый раз, когда узбеки пытаются украсть наследие, традиции, историю персидского народа. Начиная от Бухары, Самарканда, Ибн Сино, Рудаки, Чакан, скоро и Курутоп станет узбекским. Наша история систематически стирается. Первые сюзанне, которые у нас вот видео с Эль, это сурхандаринская сюзанне, вышитая сурхандаринскими мастерами в прошлом веке, винтажная, она была в дырочках, еще где-то что-то сделано. Это сурхандаринская вышивка. Мы должны сделать так, чтобы эта тема дошла до министра культуры Таджикистана, чтобы она увидела своими собственными глазами, что сейчас происходит, что в Париже узбекские дизайнеры предоставляют чакан как узбекскую национальную ткань. Это во-первых. Во-вторых, мы должны достучаться до ЮНЕСКО, мы должны достучаться до всех мировых представителей, которые смогут защитить наше культурное достояние. И таких, поверьте мне, в Европе немало. Понимаете, что если мы будем бездействовать, через 5-10 лет не останется ни культуры, ни традиций, ничего. Молодое поколение, у нас все в наших руках. Если мы начинаем сейчас действовать, то понимаете, что мы уже отстояли свою нацию, свои традиции на будущие века для наших детей, для наших внуков, правнуков и так далее. И поверьте мне, что через 10, 20, 50 и 100 лет наше будущее поколение, оно нам будет за это благодарна. Сейчас просто всем им стало смешно, когда я уже у кого приобретала, где это, всех нашла. Я говорю, дайте мне точную информацию. На бордовом белая вышивка является самаркандской вышивкой.